15 октября 1791 года шейха Мансура, крупный военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев конца XVIII века, отправляет в Шлиссельбургскую крепость на безысходное в ней пребывание. Шейх Мансур, как его называли в народе Ушурма, который является национальным героем чеченского народа, родился по одним данным в 1765 году, по другим в 1760 году в селении Алты Большой Чечни. Он происходил из тейпа Элистанджой. Отец Мансура Шаабаз был родом из села Элистанджи. Некоторое время семья жила в селе Хаттуне, затем обосновалась в селе Алды, где родился Мансур. Движение Мансура быстро охватило весь Северный Кавказ. После серии удачных походов и сражений силы Мансура были истощены, и он был вынужден с последними отрядами укрыться в занятой турками Анапе. 22 июня 1791 года в ходе штурма и взятия российскими войсками Анапы Мансур был ранен и попал в плен. Умер он в Шлиссельбургской крепости 13 апреля 1794 года. 10 октября 1816 года генерал Ермолов прибывает в Тифлис и вступает в должность управляющего Грузией и командующего отдельным Кавказским корпусом. Ермолов пробыл на Кавказе чуть более 10 лет и за это время прославился своей жестокостью и откровенной нелюбовью к гурским народам. В апреле 1827 года генерал Ермолов отстранен с должности наместника Кавказа. Чуть ранее, 31 июля 1826 года, в поход на Кавказ двинулся персидский Мирза Аббас. Это нападение оказалось для Ермолова полной неожиданностью. Николай I посылает на Кавказ генерала Паскевича с задачей принять командование Кавказским фронтом. Как и следовало ожидать, за этим назначением проследовали 6 месяцев интриг и взаимных обвинений. Уже в марте 1827 года Ермолов подает в отставку с мотивировкой по домашним обстоятельствам. А 16 марта этого же года главнокомандующим отдельным Кавказским корпусом назначается генерал Паскевич. В октябре 1818 года завершено строительство крепости Грозная, послужившая основанием города Грозного. Крепость была заложена в июне 1818 года по приказу генерала Ермолова на месте разоренных чеченских поселений. Поначалу это было земляное укрепление, состоящее из 20-метровой ширины рва и высокого земляного вала, и представляло собой правильный шестиугольник, имевший в поперечнике 500 метров. Каждая сторона шестиугольника служила фронтом для одного батальона пехоты, а каждый выдвинутый вперед угол шестиугольника – бастион для 2 пушек. Крепость постепенно застраивалась пороховыми погребами, складами. В ней появились казармы, гауптвахта, церквушка. Не все знают, что бывший сквер имени Чехова окончательно утеряно в ходе 2 военных кампаний место историческое, которое с предельной точностью воспроизводило границы бывшей крепости. В октябре 1819 года известный русский писатель и дипломат Грибоедов прибывает в Грозный. Следует отметить, что свое знакомство с Кавказом Грибоедов начал именно с нашего края, и одним из первых писателей России посетил крепость Грозную. С октября и до конца ноября 1819 года великий драматург находился в крепости, затем уезжает в Тегеран, где тоскует по родине и Кавказу, который полюбил. Ермолов помогает молодому человеку и переводит его к себе на службу секретарем по иностранной части. Именно здесь, в Грозном, и был арестован 3 февраля 1826 года по подозрению сопричастности к декабрьским антиправительственным событиям, служивший при генерале Александр Сергеевич Грибоедов, который сыграл огромную роль в формировании мировоззрения творческой личности поэта. Драматург в это время плодотворно работал над своей бессмертной комедией «Горе от ума». Можно с уверенностью сказать, что строфы из нее в исполнении автора не раз звучали в крепости Грозная. 6 октября 1893 года на грозненских нефтяных промыслах ударил первый фонтан нефти. В Грозном началась промышленная разработка нефти. Именно в этот день около Грозного была пробурена скважина, давшая первый нефтяной фонтан. После этого о небольшом городке, каким был в то время Грозный, стали писать газеты. В окрестностях Грозного быстро возник нефтяной район, который теперь называют старыми промыслами. О грозненской нефти знали очень давно. Ею пользовались главным образом для смазки колес и лечения скота. Добыча велась в ручье
вручную ведрами всего из нескольких колодцев. Нефти потребовалось больше, когда в 1823 году в городе Моздоке крепостные крестьяне, братья Дубинины, стали получать из нее керосин. В 1855 году Шухов изобрел форсунку для распыления в топках паровоза мазута, получаемого из нефти. Вот тогда-то ее понадобилось миллионы пудов. Это и привело к бурному развитию Бакинского и Грозненского нефтяных районов. 1 октября 1908 года родился народный артист ЧССР, композитор и известный собиратель музыки народов Кавказа Димаев Умар Димаевич. Умар Димаев – гармонист, виртуоз. Он является автором более 30 произведений для гармонии и множества аранжировок народной музыки. Был солистом оркестра народных инструментов, республиканского радио, лауреатом первого всесоюзного конкурса исполнителей на народных инструментах. Расцвет творчества Димаева пришелся на 50-е годы, когда он принимал участие в становлении фольклорного танцевального ансамбля «Войнах» Национальной филармонии. Он долгое время работал на телевидении, радио, участвовал в съемках фильма о знаменитом танцоре Исымбаеве. Умар Димаев прожил яркую жизнь и сделал очень много для становления чеченской культуры. Умер композитор в декабре 1972 года. В октябре 1924 года в Чеченской автономной области открылся первый музей. Это был окружной музей Грозненского отдела народного образования. Основу фондов составили собрание оружия времен Кавказской войны, ценнейшие коллекции вооружения, предметы культа, быта, декоративно-прикладного и художественного промысла. Небольшой окружной музей, который помещался в 2 комнатах одной из грозненских школ и имел всего 150 единиц хранения, не мог решить своей главной задачи – быть центром научно-просветительской работы. Чеченская областная музей был создан в начале лета 1925 года при поддержке секретаря Северокавказского крайкома ВКПАН Микояна и с помощью известного грозненского коллекционера и филателиста Бориса Скалиоти. В ходе 2 военных кампаний было уничтожено и утеряно до 90% фондов музея. Сегодня музей насчитывает в своих фондах более 30 тысяч единиц хранения. Это прежде всего предметы археологической и этнографической коллекции. В октябре 1937 года в сопровождении чекистского штаба в Чечено-Ингушетию прибыл кандидат в члены Политбюро, председатель политколлегии при ЦК партии, заместитель Южикова Шкирятов. Сразу же по приезду Шкирятов усиленно занимается распутыванием так называемого буржуазно-националистического клубка. Вскоре Шкирятов отдает приказ об аресте всех чеченцев и ингушетии, являвшихся членами Чечено-Ингушского областного комитета. Приказ распространяется на всех чеченцев и Ингушеи, от председателя республиканского правительства до председателя сельсовета. 10 октября 1937 года прямо на пленуме обкома партии были арестованы все руководители Чечено-Ингушетии. Несмотря на то, что все они были арестованы вместе, обвинения арестованным предъявлялись разные. От измены родине, ведения контрреволюционной антисоветской пропаганды до участия в шпионаже и вредительстве. 10 октября 1942 года германская авиация начала бомбить нефтяной Грозный. Еще в июне 1942 года, выступая на совещании штабов группы армии Юг, Гитлер заявил: «Моя основная мысль – занять область Кавказа. Если я не получу нефть Майкопа и Грозного, я должен ликвидировать войну». Для осуществления этих замыслов германское командование разработало план Эдельвейс, сосредоточив на кавказском направлении огромные силы. Уже 28 числа немецкие части взяли Эль-Хотово, перерезав шоссе Грозный-Нальчик. В октябре немецкая авиация начала наносить массивные авиаудары по Грозному и его окрестностям. Город превратился в огромный факел. На борьбу с пожарами на нефтяных промыслах встало все население Чечено-Ингушетии. К началу 1943 года обстановка на Советско-Германском фронте изменилась. В результате тяжелых потерь враг перешел к обороне и отказался от попыток прорваться в Закавказье через Орджоникидзе и Грозное. 5 октября 1976 года в селении Центару Шалинского района ЧССР родился известный российский государственный политический деятель, президент Чеченской республики Рамзан Ахматович Кадыров. Рамзан Кадыров – младший сын Ахмата Кадырова, первого президента Чеченской республики, погибшего в результате теракта 9 мая 2004 года. Долгое время возглавлял службу безопасности чеченского президента, участвовал в операциях по ликвидации членов незаконных вооруженных формирований. В марте 2007 года указом президента Российской
Российской Федерации на период до вступления в должность лица, наделенного полномочиями президента Чеченской Республики, назначен исполняющим обязанности президента Чеченской Республики. Утвержден в этой должности парламентом Чеченской Республики, награжден высшими наградами Российской Федерации: Золотой звездой Героя России и Орденом Мужества.